Любительский кибертурнир «Играй с открытым сердцем», приуроченный к чемпионату мира по футболу, состоялся сегодня в Магасе. Соревнования организованы при поддержке Комитета по делам молодежи, Погрануправления ФСБ, регионального отделения Федерации компьютерных игр. Участники сыграли 50 увлекательных виртуальных матчей. В игровую атмосферу окунулся и глава региона. Харун Аздоев продолжит. На волне всеобщей лихорадки футбола, охватившей нашу страну, кибератлеты решили устроить свой чемпионат по футболу на цифровом поле виртуальной реальности. Мероприятие проходит в рамках профилактической работы пограничного управления ФСБ России по Ингушетии в целях борьбы с экстремизмом и терроризмом. Киберспорт – это феномен, ставший частью современной цифровой культуры молодежи. Несмотря на бытующее мнение, что компьютерные игры отрицательно сказываются на здоровье, стоит отметить их позитивный эффект, если не переступать грань между увлечением и зависимостью. Для Мухаммеда Гиреева совмещать физические занятия футболом и виртуальную игру стало не только приятно, но и полезно. Начал развивать как-то свою тактику, кибернаправление, и с тех пор уже, как прошло 6-7 лет, до сих пор не разлюбил, то есть даже больше проявил интерес к этому. Саморазвитие, это помогает и в реальном футболе, ты развиваешь свою тактику. Играя в реальный футбол, ты развиваешь тактику и в киберспорте, поэтому, мне кажется, это между собой связано все. Там очень важна тактика. И, между прочим, она помогает и в жизни человека, потому что ты выстраиваешь отношения с людьми, там ты выстраиваешь игроков в отношении других своих соперников. Поэтому, мне кажется, все взаимосвязано в нашей жизни, и это на самом деле помогает развиваться. И мышление развивает в том числе. Кибертурнир по футболу проходит под девизом «Играй с открытым сердцем». Организаторы уверены, занятия спортом во всех его проявлениях способствуют укреплению в сознании молодежи социально значимых, оздоровительных и культурных ценностей. Такую цель они и ставят перед собой. Участвует у нас 50 человек, играют по олимпийской системе, и, что самое главное, мы решили поддержать настроение чемпионата мира, и игроки у нас играют исключительно сборными командами, теми, которые представлены непосредственно на чемпионате мира. Победитель на сегодняшний день у нас получает iPad и денежное вознаграждение. Второе место у нас получает телефон и денежное вознаграждение, и за третье место небольшое денежное вознаграждение в виде 3000 рублей. По мнению многих, киберспорт – это спорт будущего. Возможно, что именно на этом турнире на наших глазах зарождается новая звезда спорта. Для большинства участников это первый соревновательный опыт, а для некоторых может стать отправной точкой в мир большого спорта. Шанс выиграть есть у всех, поэтому если получится, то хорошо, если нет, то все равно весело. Здесь много новых людей, ты можешь просто познакомиться, новые знакомства завести. Так, хорошо, а что вы здесь собрались? Делать там нечего? Есть что, поэтому и собрались. У нас турнир по киберспорту FIFA 18. К кибератлетам присоединился чуть позже и глава региона. Для Юнусбека Евкурова участники даже провели ускоренный курс игры в виртуальной реальности. Я понял. Так, это все. Будущее киберспорта на олимпийской арене тоже не за горами. Первый кибертурнир в рамках Олимпиады уже состоялся во время игр в Рио-де-Жанейро, правда, под неофициальным статусом. Проведение кибертурниров не присуще и регионам Северного Кавказа, но именно это, наряду с растущей популярностью компьютерных игр, мотивирует организаторов в продвижении киберспортивного движения в массы. В СКФО мы проведем у нас на территории Северокавказский федеральный крупный чемпионат к концу года. То есть мы будем один из всех 7 субъектов региона СКФО, который первый выйдет с такой инициативой, с таким предложением, выйдет в молодежную среду и привлечет действительно ребят сегодня, которые играют у себя за компьютерах. У участников турнира, несомненно, останутся неизгладимые впечатления об этом дне, а у победителей еще и призы. Компьютерный спорт интересен миллионам людей во всем мире. Интернет снимает физические ограничения и позволяет приобщиться к киберспортивному движению, в какой бы стране вы ни жили. А добившиеся успеха игроки превращаются в профессиональных кибератлетов, зарабатывающих любимым делом. Харун Аздоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.